Да. Паша, кто-то брал гитару мою, да? Нет, не должны были. Расстроено в пиздень, на ней кто-то играл. Да блин, не должно быть. Ну, может здесь поля какие-нибудь? Ну кому твоя гитара нужна? Ну вот это, ну, А где ты ее ставишь? у тебя в кабинете. Там точно никто не брал. Бля, буду тебе говорю. Делаю. Ну, давай. Пока. Ой-ой-ой. Меня зовут Богданов Александр. Я являюсь директором концертного агентства Бопрома и издающего лейбла Бопрома. Мы занимаемся организацией концертов интересных зарубежных групп в Беларуси, а также наиболее актуальных белорусских альтернативных групп в Беларуси. Музыкой начал увлекаться еще в старших классах школы, закончил белорусское отделение филфака университета. Уже в то время начал немножко пописывать газеты, затем сотрудничал со многими здесь изданиями, не только белорусскими, но с польскими немножко, с чешскими, с российскими. Несколько лет был председателем Минского клуба любителей. Левон Вольский — это так называемый король белорусского рока. Это человек, который основал первую белорусскоязычную рок-группу Мроя в конце 80-х. Впоследствии она выросла в группу НРМ и стала таким патриархом белорусского социального оппозиционного рока. То есть они выступали на разных митингах, там, и за ними шла молодежь. И в 90-е это был просто такой, прям, как это назвать, танк белорусского андеграунда. Там их несколько раз номинировали на... Ну, эту песню в этой ситуации хочется присвятить Сергею Михалку, який взяв на себе роль героя, ну так само тим, хто не зламався в наших білоруських тюрмах і не підписав всякі прошення о помилуванні. Где рака зарастане травою, где гора размаўляе з гарой, спачываюць старыя героі, не прачнецца ніводны герой. Андеграундная музыка, а, собственно, рок и в советское время и был андеграундом во время Советского Союза, и рок сегодня, отличия есть очень разительные, потому что в советское время музыканты знали правила игры. Они прекрасно понимали, что можно, а что нельзя. Вот. Сегодня может оказаться так, что вот в данный день это можно, а завтра это уже будет запрещено. Правила игры не существуют. Группа УУ – это проект, культовый белорусский проект, существовавший в 90-е годы, в начале 90-х. Это проект такого культового художника, поэта, продюсера Василия Шугалея, который занимался продвижением группы Ляпис Трубецкой, Би-2, запрещенные барабанщики, писал песни для группы Браво. И при этом находился вот в белорусской субкультуре и всегда себя относил к белорусской субкультуре. И сейчас, 10 лет спустя, вот после его смерти, после его трагической кончины, музыканты, которые его помнят, которые с ним играли, решили устроить, во-первых, выставку его графических работ, которая состоится в галерее УУ в эту пятницу. И на презентации, на открытии этой выставки эти музыканты впервые сыграют вместе песни группы УУ, которые были популярны в то время, в 90-е.
трещит по швам. Ну где покой, где уют? Рок и Джокер мне лично первый альбом их абсолютно не понравился. Я это посчитал для себя лично, еще раз, только моя точка зрения, что это такой стёб маловразумительный, недостаточно художественный и непонятно вообще кому адресованный. Вот. Второй альбом мне понравился гораздо больше. Там уже появилась какая-то идея, появилась какая-то серьезность. То есть, возможно, ребята действительно на первом альбоме прикалывались, шутили, иронизировали там. А на втором уже началась какая-то более осознанная работа. Хотя, опять же, я такую музыку не люблю. У них уже появились последователи такие. Группа Рок и Джокер образовалась 2 года назад. Это творческий тандем известного белорусского альтернативного клипмейкера Максима Сирова и не менее известного белорусского поэта, шоумена, художника Михея Носорогова. 2 года назад они решили вместе играть музыку на радость людям и себе. Ребята очень креативные, занимаются кроме музыки съемками клипов для большого количества и мейнстримовых, и альтернативных белорусских команд, и славятся вот именно нестандартным подходом, ищут какие-то простые пути, с помощью которых можно зацепить человека. Куреха создал очень интересный человек, Андрусь Такиндан. Это белорусский художник, он афроамериканец. Это человек, который с рождения разговаривает на белорусском языке. Не из идейных соображений. Это редкий случай в Беларуси, когда человек разговаривает на белорусском языке не потому, что он оппозиционно настроен к власти, а потому что как бы у него белорусскоязычная мать, она его учила на белорусском языке. Винсент — это молодой белорусский рэпер, который начинал свою карьеру с сольного исполнения под минус. Сейчас он играет с живой группой, и основной упор в своих текстах он делает на остросоциальные, оппозиционные белорусской власти темы. Соответственно, он
собирает вокруг себя публику, которая достаточно резко, оппозиционно относится к существующей в Беларуси власти. За место кульного дому, олені спаліть Бородьонову руку Тамари, безсонні ночі, літр кави, сумрак почваровані вийдуть і будуть стоять на змоги. Не хвалюйся, мама, твой син поїхав за перемогою. Як скривать покуди, як не втратить себе, де нам отшукать посполітою прощу, хто врешті переможе у святой боротьбі. Як питання, так отказ на все площа. Як скривать покуди, як не втратить себе, де нам отшукать посполітою прощу, хто врешті переможе у святой боротьбі. Як питання, так отказ на все площа. Сенце зачиняется. А куда ты едешь?